Добрый день, уважаемые участники. Кому удобно, можно пересесть за круглый стол. Кому удобнее там на стуле сидеть, можете там посидеть. Разрешите представиться, меня зовут Дмитрий Андреевич Апрасимов, являюсь директором филиала Российского общества знаний в Республике Саха-Якутия. Благодарю всех за то, что приняли нас, отозвались на наш призыв, послушать лекцию, на мой взгляд, очень такую интересную, очень важную на настоящий момент. И, пользуясь случаем, разрешите поздравить всех вас с наступающим Днем Республики Саха-Якутия. Это один из наших таких знаменательных дат в истории нашей республики. И специально для этого мы сегодня пригласили доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Андриана Афанасьевича Борисова. Сегодня он вам представит лекцию на тему «Истина и ложь в истории» о важнейших событиях истории Якутии в XVIII веке. Уважаемые слушатели, те, кто еще не прошли регистрацию по QR-коду, прошу вас отсканировать QR-код, и в конце лекции на последнем слайде тоже будет QR-код уже на обратную связь. Прошу тоже пройти по данному QR-коду, потому что для нас важна обратная связь, для Российского общества знания. Регистрация на платформе Российского общества знания. Не буду отнимать у вас много времени. Андриан Афанасьевич, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Позвольте мне представить свой материал, посвященный, такой, я считаю, актуальной злободневной теме, посвященной действительно возникновению, особенно в последнее время, представлений, в том числе по истории Якутии, которые действительно в силу того, что основываются на неподтвержденные, на непроверенные факты, и постепенно они действительно превращаются в ложную информацию. Конечно, как полагается в самом начале лекции, небольшой план вашему вниманию. То есть, конечно, мы должны вначале поговорить о том, что история Якутии, конечно, это часть России, начиная с 17 века, она стала неразрывной частью России. Затем мы поговорим о факторах, которые способствуют, к сожалению, распространению недостоверной информации, которые искажают наше историческое прошлое. И затем остановимся на некоторых примерах необъективной трактовки исторических событий. Здесь не очень хорошо, к сожалению, видно, но здесь я просто хотел представить некоторые очень важные события и вообще исторические явления, которые возникли в этот период, 17 век, которые могут себе представить, в какой обстановке и в каких условиях происходили эти процессы. Я просто, поскольку тут не очень хорошо видно, просто некоторые назову из них, конечно, русское государство в это время проходило очень сложный этап в своем развитии. Мы знаем, что это был век войн. Это был век, который назвали бунтажным веком. По школьной программе мы знаем, что в это время русскому государству приходилось не просто воевать, не просто бороться, а именно бороться за свое существование. Мы знаем, что в самом начале этого столетия это государство фактически, можно сказать, прекратило свое существование, потому что, вы знаете, в результате событий смутного времени Россия утратила государственность фактически. Часть русской знати присягнула на верность польскому королю, и вообще судьба этого государства висела на волоске фактически. Просто это так для такой, чтобы вы прочувствовали, в какой обстановке происходили все эти события. И вообще весь 17 век, большая часть его происходила именно под влиянием этих событий. Вы знаете, что воцарилась новая династия Романовых,
которая лишь косвенное отношение имела к прежней угасшей династии Рюриковичей. Вот. Но я назову только некоторых представителей. Это, конечно, прежде всего первый Романов Михаил Федорович, при котором произошло присоединение Якутии к русскому государству. Это его сын Алексей Михайлович, следующий царь династии Романовых, и внук, получается, Михаила Федоровича, Федор Алексеевич, царствование которого тоже произошли очень важные события в истории Якутии. Ну, забегая вперед, скажу, вот, в частности, первый визит якутских князей, представителей якутского народа вот, в Москву на встречу русскими царями. Но почему бунтажный? Потому что вы знаете, что кроме смутного времени в истории 17 века были еще другие потрясения, да? Это вот, например, восстание Степана Разина одно чего стоило, да? Тоже российское государство прошло испытание, скажем так, да? Эти 2 года, 1670 и 71 годы, были действительно испытанием для государства. И я почему затрагиваю эти моменты? Потому что эти события так или иначе косвенно все равно влияли на историю Якутии. Вы знаете, что Якутия с этого времени превращается в место штрафной ссылки. Вы знаете, что в это время, например, в Якутии оказались сосланные, например, военнопленные, которые попали в ходе многочисленных войн с Польшей. Польша вплоть до середины 17 века не примирилась. Она претендовала на верховную власть в России. Обратите внимание. Царевич Владислав, он вплоть до того, как не стал королем, претендовал на трон в русском государстве. Вот. Кроме того, как я уже говорил, в результате вот этих событий бунтажного века очень много участников, например, восстания Степана Разина и других выступлений оказались тоже в ссылке в Якутии. В Якутии оказались противники ортодоксальных реформ, которые были проведены в правление, патриаршества Никона. Это вот знаменитая реформа Никона, она привела к расколу церкви. И вот наиболее непримиримые противники, в том числе и сам Аввакум, протопоп Аввакум, да, глава вот этих раскольников, отбывали ссылку тоже вот в Сибири. Вот, кстати, протопопа Аввакума должны были отправить именно в Якутию в ссылку, да, но по дороге там поменялось решение, его отправили в Забайкалье в итоге, да. Но некоторые его сторонники, довольно многочисленная, группа оказалась в ссылке именно в Якутии. И с этой поры у нас вот начинается вот история раскола вот, в Якутии, то есть пребывание вот сторонников старообрядчества, вот, ну и так далее. Ну и, наконец, несколько других событий, которые тоже, я считаю, надо упомянуть. Русское государство, оно изначально создавалось как многонациональное государство. И вот в этот период, например, произошло окончательное присоединение, например, части северо-восточных башкир в состав русского государства. Кроме того, в это время, к середине 17 века, на берега Волги прикочевали калмыцкие улусы, которые в этот период образовали калмыцкое ханство. Вот. И таким образом произошло вот увеличение количества народов, которые оказались в составе российского государства. Ну и, наконец, и мы. Вот здесь в правой колонке представлены события, которые вам достаточно хорошо известны. Это и вот, в основном легендарное, да, событие, когда произошло усиление знати Кангаласского улуса, и считается, что именно к началу 17 века наиболее видный представитель этой, фактически династии, да, Тыгын, фактически пришел к власти в своем улусе и оказывал очень большое влияние на события в целом 17 века, он и его потомство. Вот. Ну и здесь вы видите некоторые события, там походы Пантелея Пянды, Петра Бекетова, основание Якутска, восстания якутские. Вот. И все их можно соотнести вот с событиями 17 века в истории России. Так, надо сказать, что вообще споры о событиях присоединения Якутии к российскому государству, они в основном, происходят вокруг того, как происходил этот процесс, каков был его характер. И вот я считаю, что на протяжении всего этого времени историографии были две крайности. Либо
теории, значит, завоевания до вот концепции добровольного вхождения. Вот здесь я сразу хочу сказать, что эти концепции, эти теории, они, может быть, к сожалению, да, во многом формировались под влиянием идеологии. Они были политизированы. Вот. И кроме того, они, конечно, не учитывали очень многие факты, которые лежат на поверхности, скажем так, которые, в общем-то, даже непосвященному, так сказать, человеку, который даже специально не занимался, они видны. Вот, например, при оценке событий присоединения происходит, и сейчас происходит акцентирование на отдельных эпизодах. Вот их просто вырывают из контекста и начинают ими, как сказать, манипулировать. Да? Раздувают их там до, значит, таких масштабных, так сказать, размеров. Или, например, односторонне представляют этот процесс. То есть процесс представляет только со стороны российского государства. То есть это был такой процесс, пришло сильное государство и, так сказать, поскольку оно было сильным, оно, значит, взяло и просто или завоевало, или захватило, отсталые, скажем так, достаточно такие пассивные народы или группы, скажем так, да, племенные там или еще какие-то, да. Между тем игнорируется факт того, что процесс-то был двусторонний, потому что если бы, например, представители якутской знати, вот здесь есть художественные изображения некоторых из них, да, это Тыгын, упомянутый мной кангаласский правитель, намский князь Мумак и вот барагонский Тойон Люгей, в общем-то, от поведения которых, от действий которых, в общем-то, во многом зависели события присоединения. Вот эти факты, к сожалению, не принимаются в расчет. Даже теми, кто пытается говорить, что Якутия была завоевана, скажем так, да. Тем не менее, эти люди как-то остаются как бы либо в тени, либо их представляют как просто жертв этих событий, да. Например, Тыгына говорят, будто бы он там был придавлен в результате засады там, или организованной ловушки, например, да, и так далее, и так далее. Да. На самом деле, многие факты, к сожалению, если уже говорить о конкретных факторах, которые приводят к искажению событий, происходят, например, такие, да, так сказать, тенденции, что ли, которые, к сожалению, искажают наше представление. Например, Ясак, например, это, то есть, значит, форма, да, дани или форма, значит, которая потом превратилась фактически в форму налогообложения, да, российского государства. Ее представляют однозначно, как это была форма грабежа, так сказать, насилия, да, односторонне представляется, так. Между тем забывается, что московское, тогда называлось московское государство, да, оно же ведь не изобрело эти формы подчинения, формы, так сказать, взимания до этой дани, да, а они перешли, в общем-то, в практику российского государства от более раннего периода, например, от Золотой Орды, в составе которой русское государство находилось на протяжении 2,5 веков, да. Или, например, происходит представление землепроходничества как, скажем так, тоже одностороннее, да, то есть пытается обыграть именно терминологию, сам термин этот, да. Но между тем в этом термине ничего такого нет, да, даже политизированного ничего нет. Это просто взгляд русских источников на этот процесс. Действительно, для русских, для русского государства это действительно было землепроходчество, потому что они же впервые туда попали. Но это не говорит о том, что они, как говорится, пытались что-то там, как-то это представить, как что-то такое, что они такие пришли, понимаешь, никого тут не было, да, и они якобы такие первооткрыватели. Ничего подобного, это просто отражение тех источников, тех взглядов именно со стороны русского государства. Это просто исторический термин. Или, например, события напрямую, без критического анализа сопоставляются с экспансией, например, западных держав в новом свете. Просто без никакого критического подхода, без никаких просто огульно, да, однозначно их, так сказать, ставят на одну доску. Но здесь что хочется сказать, что, например, задолго до событий 17 века, в общем-то, на Руси, Древней Руси, то, что происходило за камнем, то есть за Уральскими горами, было известно. Но это, наверное, даже известно и с некоторых школьных
или вот учебных, так сказать, пособий, мы знаем, что, например, новгородцы, то есть жители новгородской земли, задолго до 17 века уже освоили не только Урал, не только Северный Урал, но также вот далеко они заходили вплоть до полуострова Таймыр. И вот наши наиболее смелые исследователи, вот в том числе наш уважаемый, ныне покойный краевед, очень большой специалист, да, вообще по истории Севера, Чикачев, Алексей Чикачев, ну, наверное, некоторые вот постарше и сегодня присутствующих лично его знали, они даже высказывали предположение, что вот именно, например, якутские старожилы, ну, имеется в виду выходцы из России, ну, например, те, которые основали Русское Устье, например, да, вообще Приполярье, да, они вот как бы являются потомками именно новгородцев. Тут что-то опровергнуть или, наоборот, поддержать таких весомых аргументов нет, но тем не менее, как гипотеза, она имеет право быть. Потому что, вот сами понимаете, Таймыр – это же фактически соседствующий с нами регион. То есть бассейн Анабора и Оленька – это фактически смежная с Таймыром территория. Да? Соответственно, оттуда уже рукой подать до приполярных районов Якутии, да, например. Ну, кстати, вот эта гравюра, которая здесь представлена, это гравюра западноевропейских средневековых художников, скажем так, которые показывают именно новгородцев, которые вот двигались в сторону Сибири. Ну или, например, вот здесь не очень хороший слайд, к сожалению, извините, да? Здесь просто речь идет о том, что, в общем-то, не только народы Западной Сибири, Южной Сибири, ну, например, сибирские татары или предки вот алтайцев, хакасов, народов Севера, но также и якуты, они относились вот к общему кругу народов, которых мы называем евразийскими кочевниками, у которых были свои представления о подчинении и власти, которые, в общем-то, дожили до 17 века и постепенно перешли в практику российского государства. Но вот, скажем, если у хакасов, например, да, у предков хакасов, в общем-то, это очень ярко, очень драматично проявилось. Почему? Потому что хакасы, они к 17 веку, имеется в виду предки хакасов, они были данниками, то есть они подчинялись джунгарскому ханству. Ну, наверное, слышали, это было очень огромное государственного типа политическое образование, которое претендовало на именно статус империи. Она занимала обширные территории Центральной Азии. И, в общем-то, оно на протяжении 2 столетий оно конкурировало не только с русским государством, но и вот китайскими государствами и с мусульманскими государствами, вот, скажем, Ближнего Востока. Это было очень огромное государство. Вот. И вот, например, хакасы, они, в общем-то, к 17 веку они были албатами, да, то есть подчиненными, входившими в состав этого объединения государства. И поэтому, конечно, события присоединения Хакасии были достаточно драматичны в этом смысле. При всех преимуществах, при всех, как сказать, ну, скажем так, привлекательности, да, подчинения русскому государству, а я вот хочу сказать, что это действительно так, потому что если сравнить ясак, который взимали джунгары, или, например, цинское государство, например, с народов Сибири, то мы видим, что в целом ясак, который взимали русские цари, он был в несколько раз меньше, чем, например, тот ясак, который взимали цинские, например, правители, или, например, джунгары. Вот. При всем том, предки хакасов не могли просто так разорвать свои вот связи, которыми они были связаны с джунгарами, например, да? Вот. А так вот, если коротко сказать о том, что я говорю, в общем-то, у евразийских кочевников, когда речь идет о власти, о отношениях подчиненности, да, здесь у них прежде всего действует такой принцип старшинства или меньшинства. Ну, или старший, младший, вот так скажем так, по-простому говоря. То есть обязательно какой-то народ и его правящая, допустим, верхушка, они должны быть либо старшими, либо младшими по отношению к другим народам, которые проживали в степи. То есть я что хочу сказать, что вот это опять-таки заблуждение о том, что вот эти евразийские кочевники это какие-то не только дикие, но и какие-то такие очень воинственные народы, это тоже является
заблуждением, которое порождает ложные представления о историческом процессе. На самом деле, жизнь в степи, она по большей части, если посмотреть хронологически, на протяжении веков, она носила мирный характер, потому что у кочевников не было причин для такой агрессивности, когда условия подходящие для выпаса скота, когда хорошие урожаи, когда пастбища, как говорится, нормальные. Для кочевника вообще нет необходимости там на кого-то нападать, кого-то там двигать и так далее. Мы знаем, что вот эти кризисные моменты в истории кочевых народов наступали очень редко, с интервалом там 100-200 лет. Это засуха прежде всего. Как только начинала засуха, все, кончались корма, и это все приводило вот именно вот к началу агрессивных действий. Но эти действия только ограничивались определенным промежутком времени. А так, большую часть времени кочевники это были очень мирные жители. И поэтому все отношения власти урегулировались вот этой очень сложной системой вот старшинства и младшинства, да, старшего, младшего. Для этого была вот эта генеалогия, вот эта устная традиция, которая была очень развита, и сейчас она развита у этих народов. Вот это все надо учитывать при продвижении русского государства в Сибирь. Вот. Здесь вот я уже говорил, что напрямую пытаются сопоставить то, что происходило в Новом Свете и вот в Сибири. Огульно, так? Но забывают совершенно вот такие тоже лежащие на поверхности факты. Их можно почерпнуть даже вот в свободном доступе в интернете. Даже достаточно зайти в Википедию, и там это четко видно. Вот, например, в Северной Америке до прихода европейских колонизаторов проживало не менее 2 миллионов человек. Некоторые говорят больше гораздо, так? А к 19 веку их осталось только 300 тысяч, например, да? Это уж не говоря о номенклатуре народов. Сотни народов существовали в Северной Америке. А к началу 20 века их численность, количество этих народов уже на десятки пошло, да? То есть в геометрической прогрессии уменьшились народы, количество народов. А что мы видим в Сибири? Вот, например, здесь таблица есть. Она, кстати, взята из очень известной монографии австрийского, германоязычного ученого Андреаса Капеллера, который сейчас еще здравствует, он очень в почтенных годах, но он в конце 20 века написал вот эту знаменитую свою книгу «Россия. Многонациональное государство». И вот эта таблица, наверное, лучше всего показывает нам тот тезис, который я до этого озвучил. Вот, например, если сами русские с 1719 года по 1897 год увеличились в численности 5 раз, то другие народы, вот посмотрите, да, вот, например, мордва 9,5 раз увеличились, башкиры в 7,6 раз. Да. Это несмотря на то, что мы знаем, что в Башкирии, вы знаете, да, опять-таки по школьной программе, и в 17 и 18 веке были восстания. Вы знаете, что их национальный герой Салават Юлаев участвовал в крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева, был его соратником, да. Несмотря на такие драматичные события, вот обратите внимание, башкиры в 7,6 раз увеличились. Вот и якуты то же самое, да, 6,4 раза, да, или, например, вот эвенки, смотрите, да, 3,7 раза. Единственное, вот, видите, калмыки, отрицательный баланс, но почему? Потому что мы знаем, вдруг калмыки, у которых было свое ханство, которые, в общем-то, достаточно неплохо освоились по Волжье, да, они на протяжении почти более 100 лет очень хорошо не только уживались в составе российского государства, но мы знаем, что калмыки это была конница в русской армии. Кто лучше знает литературу историческую, вы знаете, что, например, даже при Петре Первом, да, практически вся конница состояла из калмыков. Шведы, поляки, турки просто были в ужасе, когда в атаку шла русская конница, а на самом деле это были калмыки. То есть калмыки, они сыграли выдающуюся роль вот в истории России. Но вот в 1770-х годах что-то произошло внутри них, так? И они вдруг начали уходить обратно. Они же переселились из Центральной Азии, это часть джунгаров. И вот именно вот это переселение, почти больше половины калмыков вдруг ушли обратно в Центральную Азию. Вот это дало нам вот такой отрицательный баланс. То есть я что хочу сказать, если бы они остались на месте, то они бы тоже увеличились бы многократно, вот, как и другие народы. Так, теперь следующий фактор. Это вот
игнорирование исторических источников. К сожалению, у нас современные, как сказать, некоторые вот деятели, которые пытаются сделать какую-то сенсацию или опять-таки провести параллели с событиями, которые произошли, например, в Америке и вот у нас в Сибири, в основном опираются на либо мемуарные какие-то источники, либо публицистические источники, либо на фольклорные источники. Хотя я еще раз подчеркиваю это, самым главным источником являются именно, собственно, исторические документы. Ну, то есть, например, вот письменные документы, которые начали откладываться в результате событий 17 века вот в канцеляриях государственных органов управления российского государства. Например, вот мы знаем, что в Якутии в это время действовала Якутская воеводская канцелярия, то есть это самый главный орган управления в Якутии, который действовал на протяжении почти 150 лет. И в результате этого отложились десятки тысяч документов, которые сейчас, к нашему счастью, хранятся в 2 архивохранилищах нашей страны, в Москве, в архиве древних актов, и в Санкт-Петербурге, в научно-историческом архиве Института истории Санкт-Петербурге. Вот эти документы, они являются, несмотря на, казалось бы, их в некоторых степени даже такой пугающий характер, да, тем не менее это достоверные источники. Там можно увидеть все. И при достаточно критическом и таком научном подходе можно получить достоверную информацию об этом. Ну вот, например, здесь представлен фрагмент шертовальной книги 1641 года, которая была составлена именно в стенах Якутской воеводской канцелярии. Что такое шертовальная книга? От слова «шерть». «Шерть» это с арабского переводится как «присяга». То есть, когда русские цари приходили в Поволжье, на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, они брали шерть, присягу с представителей знати. Ну, неважно там, ханты, манси, татары или якуты или буряты, они все давали присягу на верность русскому царю. И в результате этого составлялись перечни. Их называли шертовальными книгами. И вот здесь мы видим имена якутских князей, которые шертовали, присягали русскому царю. Ну, например, я к слову говорю. А документов много, это ясачные книги. Мы можем, например, представить наших предков, якутов, эвенков, юкагиров, которые жили в 17 веке, поименно, да, где они жили, какой ясак они платили и так далее, и так далее. Очень ценный материал. Я уж не говорю про судебные дела, про другие, так сказать, документы. Вот. Или, например, такой фактор действует, к сожалению, некорректное использование информации из научных трудов. Вот здесь вы видите фотографии самых наших корифеев, да, наиболее таких, как сказать, известных и наиболее таких выдающихся деятелей, которые внесли самый, я считаю, фундаментальный вклад в изучение истории Якутии. Без знания трудов этих ученых невозможно что-либо сказать и сейчас, хотя они жили очень достаточно давно. Вот, например, слева это фотография профессора Сергея Александровича Токарева, московского ученого, историка, который, я считаю, является самым, ну, как сказать, подготовленным. Это историк, который, ну, наверное, практически изучил большинство, подавляющее большинство документов вот, из тех фондов, которые я назвал. Так? Он автор 2 крупных монографий, которые являются, ну, я считаю, входят в золотой фонд якутоведения. Это вот очерк истории якутского народа, это вообще выдающаяся книга, так? Или, например, общественный строй якутов 17-18 веков. Это вообще его диссертация доктора наук. Вот обратите внимание, Токарев это у нас, прежде всего, этнограф с мировым именем. Его знают за рубежом как выдающегося этнографа. Он специалист по истории религии. Вот. Но что интересно, он эти труды по истории религии написал на основе изучения, например, религии народов стран Австралии и Океании. Обратите внимание, да? Каких только народов он не изучал, так? Но тем не менее, его докторская диссертация посвящена именно, к нашему счастью, именно вот общественному строю якутов. Вот обратите внимание, да? Какие ученые работали над нашими документами. Или, например, вот на верхней фотографии изображен портрет
другого выдающегося русского историка, члена-корреспондента Академии наук СССР Сергея Бахрушина. Бахрушин – это вообще тоже феномен. Это представитель московской династии купцов. Вы, может быть, слышали, да, Бахрушин – это знаменитые меценаты, фабриканты, купцы, скажем так, да. И вот это выходец из этой фамилии. Вот он тоже был специалистом по русским документам 17 века, которые показывают историю Якутии. Ну и вот два наших выдающихся земляка, профессора Федот Григорьевич Сафронов и Георгий Прокофьевич Башарин. Вот без изучения трудов этих ученых невозможно себе вот как-то вот ориентироваться и вообще говорить, что мы знаем историю Якутии 17 века. Хорошо бы знать труды всех четырех, да? Ну или хотя бы кого-то из них, да, для того, чтобы считать, что ты более-менее что-то понимаешь в истории 17 века, да? Вот я здесь вот написал, да, труды 20-30-х годов, они нагружены идеологическими установками. Да, к сожалению, это так было. В 30-х годах невозможно было писать ни один труд без критики царя. Это была аксиома, это было правило хорошего тона. Обязательно нужно было про царя что-то плохое сказать, что вот он не кормил рабочих, там, значит, угнетал крестьян, что он там, значит, закрывал глаза на преступления его сатрапов, там, воевод, там, да, бояр и так далее, и так далее. Вот. И, конечно, все, что было связано с политикой, которую проводили русские цари, это было плохо, однозначно. Соответственно, все, что они не вытворяли, да, но это я использую термин тех лет, да, в Сибири, например, однозначно было завоеванием, да, то есть цари пришли только с одной целью, так сказать, вот, как бы сделать больно, как бы сделать плохо для этих народов, да, как говорится. И все. Вот такая была идеология, к сожалению. Это было сделано не со зла, это было сделано не из каких-то там низменных, так сказать, чувств. Это была политика. Ну, поймите меня правильно, да? В 17 году приходит к власти правительство, которое считало, что мы свергли кого? Эксплуататоров, мы свергли плохих людей, так сказать, да? Теперь наступила власть крестьян, рабочих, то есть тех классов, которые были угнетены ранее, да? И значит, все, что было до 17 года, это было плохо. Это было темное прошлое, так сказать, да? Соответственно, все труды по истории писались под таким углом зрения. Вот. Но мы же понимаем сейчас, да? Все-таки мы сейчас живем, не скажу, что в более свободное время, да, но все-таки мы сейчас имеем возможность, да, и писать, и изучать историю без оглядки, без, так сказать, таких идеологических прессов, да? Мы же сейчас знаем, что, например, наши земляки, которые жили 100-200 лет назад, да, ну, например, Василий Васильевич Никифор Кюлемнюрь, например, да, или, например, Гаврил Васильевич Ксенофонтов, да, или другие наши известные деятели, которых мы в советское время охаивали, да, ну, не мы, конечно, конкретно, а вот те поколения, которые жили перед нами, да, они же их считали врагами народа, они их, так сказать, ну, считали обязательно какими-то реакционерами и так далее, да. Вот. Но это я так в упрощенной форме хочу представить, что такое нагруженность идеологическими установками. Я не говорю, что эти труды надо отмести, отбросить, что написано там неправильно и так далее. Нет, эти труды основаны на историческом материале, на огромном историческом материале. Просто мы должны понимать вот в их формулировках, где вот эти вот идеологические, так сказать, вот эти установки, так сказать, где вот это, так сказать, вот этот пресс проявляется, да. А те факты, которые они используют, они достоверные, то есть они взяты из документальных источников. Так, ну вот, например, я уже говорил о Тыгыне, да? К приходу русских это был наиболее видный представитель якутской знати. Вот, я его считаю действительно личностью, которая заслуживает, чтобы его назвать правителем, если не всего якутского народа, то во всяком случае значительной части, потому что, вы знаете, Тыгын был правителем Кангаласского улуса, и многие близлежащие группы якутов, они находились в зависимости от его власти, да, вот. Но мы опять-таки благодаря, ну я в кавычках говорю, да, фольклорным источникам преимущественно, да, знаем, что это был такой очень какой-то агрессивный, дрочливый такой и очень такой жестокий, так сказать, князь. Вот. Есть же такое представление, да? Оно потом перешло в литературу художественную. В некоторых произведениях Тыгын предстает как некий такой деспот,
какой-то там где-то убийца, там, сына убийца, так сказать, и так далее, да. Но тем не менее, я что хочу сказать, опять-таки, да, надо все-таки исходить из исторических источников. А по историческим источникам Тыгын предстает совсем не таким, какими его рисуют фольклорные источники, так? И самое-то главное, да, в некоторых фольклорных документах говорится, вернее, в преданиях говорится о том, что Тыгын воевал с русскими, все время воевал. То он там на кого-то нападет, то он кого-то там подстрелит, то там он еще что-то делает, да, осаждает крепость и так далее, и так далее. Но на самом деле, как показывают русские документы 17 века, все-таки на первых порах Тыгын, он принял власть русского царя, и более того, пришел сам к казакам и еще привел аманатов. Аманаты это кто такие? Это заложники. Мы знаем, что в средние века не только русские цари, практически правители всех государств практиковали такое явление. Брали в заложники родственников тех правителей, тех, значит, государей, которые вошли в состав или подчинились, так сказать, да, вот этому государству. Это была обычная практика, да, это была гарантия того, что они потом не будут служить другому, да, царю там или государю, скажем так, да. Эту информацию мы откуда знаем? Это самая достоверная информация. Она исходит от внука Тыгына, Мазары Базек, князя Мазары Базекова. Кто как не внук знает о том, что делал его дед, так ведь? Согласитесь, да? Это все зафиксировано в документах. Мазары так и сказал, мой дед именно принял власть русского царя и, так сказать, пришел к казакам и привел аманатов, заплатил Исаак, ну и так далее, и так далее. Вот. Но я еще к этому вернусь. Вот другой у нас есть, так сказать, факт, который не то чтобы оспаривается, да, но, как сказать, действительно искажает наше представление о нашем прошлом. Вот, например, чего проще, Якутский острог, он действительно то укрепление, которое дало начало нашему городу. Но тем не менее, вот сейчас, к сожалению, последние годы проскакивает информация, что нет, Якутск не был не только первым опорным пунктом, но даже не был первым поселением, да, вот таким надежным, скажем так, да, который действительно был оплотом вот, русского государства на Дальнем Востоке. Ну, наверное, может быть, слышали информацию, да, проскакивала, что несколько лет назад отметили 400 лет Витиму. Слышали, да? Вот. Но это же вообще абсурд. Как это яйцо раньше, так сказать, ну, это как бы, как это называется-то? Как это называется? Это как все равно, что цыпленок и курица, скажем так, да? Потому что, ну, я сразу скажу сказать, что вот эту дату взяли откуда опять-таки, да? Взяли опять не из исторических источников, а взяли от публицистической литературы, да, которая когда-то 150 лет назад случайно попала в какую-то книгу, и потом ее начали вот вытаскивать и, так сказать, размахивать ее и, так сказать, крутить вот так над головой, да, что называется. И все, и отпраздновали 400 лет, да. А на самом деле это же искажение самое настоящее, так? Какой упорный пункт на Витиме, когда, вот видите, да, где граница проходила, да, еще. То есть русское государство только-только пришло, да, вот, Витим еще был на какой-то там периферии, да, это еще была спорная территория, да, какой там опорный пункт, да. Конечно, Якутск был первым населенным пунктом, который стал именно той опорой, на которую стали опираться русские землепроходцы, да, и именно оттуда пошли люди, которые потом основали вот это витимское селение. Первые сведения о Витиме появляются только в конце 17 века. Это вы найдете в труде Сафронова. Федор Григорьевич Сафронов, он у нас специалист по истории русского крестьянства. А Витим это у нас же как раз крестьянское поселение. Вот. Вот я так к слову говорю, да? Вот. Или, например, вот по поводу якутских восстаний 1630-х годов, да? Или, например, вот событий 1642 года говорится, что это там тоже некая такая национально-освободительная борьба, так сказать, проходила, да? Ну, какие-то вот клише начинают использовать, да, что там какие-то были, ну, какие-то герои там были, как говорится, и так далее, да. Но на самом-то деле, что произошло? Мы все знаем это событие. Петр Бекетов в 1632 году, да, он основал не только Якутский острог, так, он
взял шерсть и взял ясак с 33 якутских князей, которые представляли 16 якутских улусов. И в том числе 6 наиболее самых крупных, которые, вот, собственно, в которых проживало большинство якутского населения. Понимаете, да, в чем дело? То есть в 1932 году все, якутская знать, она решила, что да, они, в общем-то, признают русского царя старшим вот в этой иерархии власти, которая испокон веков существовала в степи. Понимаете, в чем дело, да? Неважно, как это не сделали, они признали. Вот. Но потом что произошло? Оказывается, это тоже известно по документам. В Якутию, тогда ее называли Якольской землицей или Ленский край, да? Туда приходили землепроходцы не только с Енисейска. Петр Бекетов это енисейский, вы знаете, да, служилый человек, сотник стрелецкий. Мы знаем, что в Якутию приходили мангазийские казаки. Мангазия это где? Это север современного Красноярского края. Даже в Якутию стали приходить служилые люди из Красноярска, из Томска, то есть из разных, так сказать, городов и острогов стали приходить казаки и начали требовать ясак. Вот, кстати, об этом очень хорошо написал другой выдающийся, это, я считаю, самый первый якутский историк, это Герхард Миллер. Я говорю, якутский историк, но вы не удивляйтесь, да, это сам был немец, который поступил на русскую службу, который стал российским ученым. Это был участник второй Камчатской экспедиции, но именно он первым написал одно из таких действительно исторических сочинений о Якутии в том числе. И вот Миллер очень хорошо написал, что вначале это якуты вроде как приняли власть, да, а потом вот из-за того, что вот произошло тройное взимание ясака, конечно, началось возмущение. Понимаете, да, в чем дело? То есть эти восстания, они были спровоцированы самими же казаками, которые не договорились между собой о сборе ясака. Более того, эти казаки вступили между собой в междуусобную, так сказать, борьбу. Произошли столкновения с жертвами. Например, енисейские казаки напали на мангазийские, и те, наоборот, были жертвы. И самое плохое, что потом произошло еще в конце 30-х годов, эти казаки начали втягивать вот в эти междуусобные, так сказать, фактически разборки местное население. С одной стороны, часть якутов была, с другой стороны, часть якутов. То есть мы так должны понимать эти события, а не как вот нам кто-то вот из новомодных современных деятелей пытается представить, что это было некое национально-освободительное движение, там, которое продолжалось чуть ли не там десятилетиями, скажем так, да? То же самое о бунте 1942 года. Это была провокация самая настоящая, которая вот привела к таким трагичным событиям. Так. Ага. Вот по поводу Бекетова. Наверное, про Бекетова, я думаю, не должно быть споров так, но тем не менее, все равно есть информация, которая, я считаю, очерняет деятельность этого действительно выдающегося человека. Так? Уже один факт, который я сказал, да, то, что Бекетову удалось, да, сравнительно бескровно, сравнительно так, потому что если сравнивать, что происходило в Америке в это время, да, вот, например, я один факт приведу. На Кубе, Кубу все знаете, да, там проживало до 500 000 коренного населения, до прихода испанских конкистадоров. Сейчас там ни одного нету представителей коренного населения, ни одного нету. Сейчас это население сплошь, это выходцы из Африки, из Европы и так далее. Вот. То есть они все просто исчезли, были истреблены, например, да? Я уж не говорю там про то, что происходило в Мексике и так далее. Там на сотни тысяч жертв идет, да, скажем так. Вот где геноцид был, это там действительно был, имел место. Но я не хочу сказать, что испанцы это были какие-то страшные люди и так далее. Они, может быть, и не хотели этого делать, но это произошло, да? То есть они, например, когда они приходили куда-то, они обязательно заставляли всех переходить в католичество. Но это вы знаете сами и по школьной программе, и по некоторой литературе. Зачем они это делали? Они считали, что да, вот это дикие люди, они не знают, что такое истинная религия, да? Они думали, что они так облагодетельствуют их, понимаете, в чем дело? То есть они не были какими-то там, злодеями, скажем, испанцы, но просто они думали, что они действительно, они приносят свет, так сказать, истинной религии, так сказать, и заставляли всех переходить в католичество. Хотят они, не хотят, да, это был план, то есть это была норма, как говорится, да. Я уж не говорю о том, что индейцев и других
коренных жителей заставляли работать на рудниках, да, выполнять какие-то другие тяжелые работы, ну и так далее. А тех, кто тем более не хотел этого делать, просто их участь была, конечно, прискорбная, скажем так, да. Ничего подобного у нас в Якутии, конечно, не было. Это я просто удивляюсь. Так, как это можно? Или, например, вот еще один факт. Бекетов – это выдающийся градостроитель. Например, по данным историков, он основал не менее 7 населенных пунктов, кроме Якутска. Из них 3 сейчас это большие города не только Сибири, но и вообще в нашей стране. Это Якутск, Чита и Нерчинск. Это города, которые основал только один человек, да? Это же о чем-то тоже говорит, да? Или, например, вот сын боярский, письменной голова Василий Поярков. Да? Вот про него-то как раз, к сожалению, тоже очень много и написано, и, как сказать, сказано, да, в общем-то. Договорились до того, что хотят переименовать улицу Пояркова, да, именно потому, что якобы это очень плохой человек был, да. Вот. Но теперь посмотрим, что это был за человек, да. Я почему сказал письменной голова? Кто такой письменной голова? Да? Письменной голова это, ну, по-нашему, это чиновник по особым поручениям при воеводе. То есть это был человек, находящийся при исполнении, так сказать, очень важной должности, скажем так, да. Кто отправил Пояркова на Амур, да? Первый воевода Головин, Петр Головин, ну тоже достаточно известная личность. Для чего он ее отправил? Для того, чтобы разведать пути на Амур. Так ведь? То есть это был не какой-то там человек, который там захотел да побежал, да, или там привлеченный какими-то там богатствами и так далее. Нет, он получил приказ, да, причем официально оформленный. У Пояркова была инструкция, как действовать, что делать. Это называется наказная память. Там было все четко прописано, как действовать и что делать. Вот. Ну и он пришел на Амур, да, пришел на Амур. Там была допущена ошибка. Поярков не рассчитал провиант, да. Он оставил часть людей с провиантом на реке Ганам, а сам попал на Амур, совершенно незнакомую ситуацию, оказался, ну, без продовольствия. Пришлось полгода, так сказать, голодать, что называется, да? Причем в окружении, так сказать, враждебных дауров, которые были обижены тем, что пятидесятник Петров хотел взять больше продуктов, нежели было договорено. Опять-таки, видите, да, ошибка одного какого-то частного лица привела к таким вот трагичным событиям. Вот. Ну и одно уже то, что Пояркову потом удалось вернуться, он же вернулся вокруг, да, через Амур, через Охотское море. Через 3 года он вернулся, доложил о выполнении, так сказать, своей задачи. Он привез 500 шкур соболя, собранного в Ясак, привез описание Амура, которое впервые попало не только в Россию, но и вообще в Европу. В Европе не знали, да, об Амуре ничего, да. И вот Поярков принес такие сведения, например, да, к слову, так? Или, например, вот говорят, вот в 1642 году он там сжег 300 якутов, да, вот, в том числе детей и женщин. Ничего подобного, этого ничего не было. Вот. Потому что единственный документ, на который опираются те, кто говорит об этом, это жалоба 53 торговых, промышленных, в основном, русских людей, которые подверглись репрессиям со стороны Головина воевода. Там у них был какой-то междоусобный конфликт. Вот, друг на друга, значит, писали жалобы, вступали в столкновение, да. В итоге на Головина вырос большой зуб, да, что называется, да. И вот 53 человека на него подали жалобу в Москву, что вот он нехороший, такой-сякой. В том числе там очень много было приписано Головину. В том числе вот эти события. Вот. Но я немножко тут все-таки скажу, поскольку, видимо, очень важная тема, да. Ну, может быть, об этом мы специально будем говорить, если будет желание, да, специально, может, посвятим этим событиям время. Просто я что хочу сказать, что это была чисто такая, как сказать, не так, как представлено, что там вот бедные якуты спрятались там, да, чуть ли не весь народ, который там был, да, и Поярков, значит, пришел и их бедных всех спалил, да. Ничего подобного. Это было укрепление. Это было настоящее укрепление, да, о 4 башнях, в которых сидели ни женщины, ни дети. Там сидели воины. То есть пришли люди, которые специально пришли воевать, и причем пришли воевать с надеждой на успех. То есть они пришли не обороняться, они пришли нападать на казаков, понимаете, да? И численность их известна. Это было примерно 60-70, причем воинов, очень хорошо обученных, очень хорошо подготовленных.
Вот. И получается, там, если посмотреть документы, там погибло около 30 человек, не 300. Причем это были воины все, да, которые не так вот их там заперли и сожгли. Нет, они оборонялись, они пытались, так сказать, нанести урон казакам, да. То есть это была самая настоящая, так сказать, стычка, столкновение военное. О причинах этих я потом могу сказать. Вот. Дальше. Так, значит. Или вот, например, ну это я уже подхожу к концу нашей лекции, так? Или вот, например, некоторые ложные, искаженные представления, которые сформировались о событиях второй половины 17 века, да? Ну вот, скажем, визиты русских князей в Москву. Их было два. Один был в 1676-77 годах, другой в 1679-80 годах, так? Вот, к сожалению, в той же работе Токарева, да, и потом это было подхвачено, да, говорится о том, что это были домогательства якутских князей именно ради ихнего личного обогащения, да. И вообще, если посмотреть некоторую литературу в советское время, там просто говорится, что, ну, эти князья просто приехали, там решили там, ну, поторговать решили, они там продали 1500 шкур соболей, и что все, что потом было, это просто извлечь выгоду только для себя, так сказать, да? Но на самом деле, вот есть очень хорошая работа профессора Иванова Василия Николаевича, которая была издана в 2017 году, как раз об этих событиях. Там очень хорошо описано. И главный вывод, что это все-таки действительно была акция, или даже две акции, которые именно благотворно оказали благотворное влияние на в целом вот, ситуацию в Якутии. Действительно, после этого с ясачным обложением установился более-менее порядок. Виновные люди были наказаны. Я уже говорил, что среди сборщиков ЯСК, ну, может, не говорил, да? Конечно, среди сборщиков ЯСК были разные люди, которые действительно пытались какую-то користь извлечь. И действительно, они были повинны в том числе вот в некоторых таких драматичных событиях, так? Вот это было преодолено, так? И самое главное, вот эти князья, Мазары Базеков, да, это кангаласский князь, это внук Тыгына, о котором я уже говорил. Это Барагонский князь, Чука Копчинов, это внук Легея. Это был Нохтоникин, это внук Мумака, намского князя. Они получили статус князей. То есть они добились, чтобы их в документах писали князьями. То есть представителями своего народа, скажем так, да. Это было очень большое достижение. Ну уж не говоря о других там, о судебных там, функциях, там, административных и так далее, и так далее. Вот. Теперь вот выступление Балтуги Тимиреева, да, 1675-76 годов. Тоже вокруг него очень много сложилось ложных представлений, так? Тоже преподносится, что как будто бы это тоже чуть ли не последнее было значит, проявление национальной, опять-таки, освободительной борьбы, так сказать, якутов против, так сказать, вот, варваров, против злодеев, так сказать, да, казаков. Ничего подобного, так? Опять-таки, да, из-за чего произошло это выступление, да? Да, оно разрослось. Балтуга сумел собрать вокруг себя около 70 своих сторонников, так? Но началось-то оно из-за чего? Из-за просто несчастного случая, да? Они находились на охоте со своими братьями, да, и там встретились с русскими промышленниками, которым, кстати, было запрещено находиться в это время на промысле. Это были браконьеры, скажем так, да? Вот. Вот обратите внимание, русские цари издавали указы, по которым запрещалось промышлять соболя, пока ясак не собран. Так вот, эти браконьеры, да, они оказались в это время, когда Балтуга Тимиреев и его братья пытались выполнить государственной важности дело, да? Добыть соболя и, значит, сдать в качестве ясака. Ну, они, видимо, поссорились там из-за добычи, так сказать. И, конечно, были там, к сожалению, жертвы. И с той, и с другой стороны погибли люди. И этот конфликт разросся потом, так, до таких размеров, да. Но самое-то главное, чем она закончилась, да? Воевода приказал, кому приказал? Он приказал не только казакам, там был небольшой отряд казаков, так, но и приказал самим якутам разобраться, что же там произошло. И вот в этом походе против Балтуги Тимиреева участвовали около 100 якутов, сами же якуты. Это были жарханские якуты, нерюктейские якуты, кангаласские якуты. Там был, например, брат Мазары Базекова, лично участвовал.
И Балтуга Тимиреев-то на самом деле он большого-то сопротивления не оказал. Он позволил себя, значит, взять в плен, они сдались, и потом, вот обратите внимание, да, тогдашний воевода Барнышлев, он не решился самолично расправиться с ними, да, потому что если бы это было бы в 1640-х годах, конечно, он сразу бы им в лучшем случае голову отрубил, да, или там еще как бы жестоко наказал бы. Нет, он же понял, что вина из-за того, что произошли эти события, она в равной степени распределяется как на самих вот якутов, так и на самих вот этих русских промышленников, которые, вот, из-за которых там произошли столкновения. Да? Вот. И самое интересное, что потом Мазары Базеков вот поехал в 1676 году в Москву, он в том числе царю доложил, что вот, мол, и так произошла трагедия, надо разобраться. Да? И он защитил на самом деле своего земляка перед царем, да, что на самом деле он не преступник, а просто вот такой несчастный случай произошел. И обратите внимание, царь согласился с этим. Он, более того, он освободил от наказания самого Балтугу Тимиреева и его братьев, да, и еще даже позволил по просьбе Мазары вот этого Балтугу отдать на поруки вот этого Мазары. И этот Балтуга несколько лет жил в Улусе у Мазары Базекова под присмотром. Понимаете, да? То есть такой цивилизованный, так сказать, вполне на государственном уровне был разрешение этого конфликта. Но здесь я даже больше не об этом хочу сказать, так? Я считаю, что вот эти события повлияли на возникновение на еще одного такого, я считаю, если использовать современную терминологию, фейк, да? Настоящий фейк вот рождается у нас на глазах, да? Вот. Дело в том, что, может быть, вы знакомы, говорится много о так называемом восстании Дженника 1682 года. Ну вот из сидящих здесь, наверное, человек 5-6 могут сказать об этом, да? Действительно, и уже в интернете много об этом пишется, да? Что было восстание Дженника. Тоже последнее восстание, там тоже говорят, что это был последний повстанец, такой идейный, так сказать, да, герой, так сказать, да? Вот. И приводятся некоторые подробности, такие очень, такие действительно леденящие душу, да? Что с него там содрали кожу, там, что там его сторонников убивали жестоким способом, да, и там чуть ли не топили в реке и так далее, да. Но если посмотреть документы, да, если посмотреть факты, ни одного документа нету, не только об этом событии, но даже об этом человеке. Его вообще нету нигде, ни в ЕСАшных книгах, ни в одном документе 17, а в нем вообще ничего нет. Вообще не говорится об этом. Так? Поэтому я считаю, что единственным, как сказать, материалом, на основании которого, так сказать, вот раздувается эта история, это рукопись якутского купца Иосафа Москвина, который жил в 19 веке. Сам ли он это написал или написал кто-то другой, да? Вот. Но там автор вот этой рукописи пишет, так и пишет. Так было это или не так, я не знаю, я не ручаюсь за это. Я просто пишу то, что я слышал, и все. Вот честный человек, да? Он так и написал. То есть правда это или неправда, я не знаю. И не ручаюсь за это. Но потому что я слышал, и потом я написал. Честно написал он там, да? Вот если вы читаете это, она, кстати, в интернете ходит, вот эта рукопись Москвина, да? Вот. Так вот, как можно доверять только вот, так сказать, вот такого рода, так сказать, информации, единственная причем, да, которая, так сказать, известна. Вот. И вот делать такие выводы, да? Вот. Поэтому я считаю, что дыма же без огня не бывает, да? Так ведь? Я все-таки думаю, вот эти столкновения, которые происходили вот между Балтугой Тимиреем и вот русскими казаками, видите, по времени это как раз подходит, да, 1676-1682 год, очень близко стоят, да? Вот. И там, видите, участвовали не только жарханские якуты, там участвовали и кангаласские, все участвовали, да, вот в этих событиях, так или иначе, да? Вот. Но большая часть, она участвовала именно в плане для того, чтобы остановить этот конфликт, да? Вот я же сказал, около 100 якутов были вот в этом отряде, которые вот окружали вот этот отряд этого Балтуги Тимиреева, да? И слава богу, хорошо, что там не произошло эскалации, да, то есть не произошло там действительно больших столкновений, да? Вот. Это вот так коротко, сумбурно, да, об этом фейке, скажем так, да? Ну и просто заключение, просто я повторю некоторые тезисы, которые я сегодня озвучил. Действительно, во многих случаях односторонне пытаются, да, воспринять эти события, так?
Во-вторых, нарушается хронология событий. Как она нарушается? Я все-таки считаю, и большинство историков считает, что после 1640-х годов, что бы ни происходило на территории Якутии, это было внутренним делом. Это не было какое-то внешнеполитическое или там еще какое-то деяние. Это было внутреннее дело, так сказать, российского государства. Да? Вот эти столкновения, которые происходили, стычки, это были полицейские мероприятия. Да? Потому что сами участники этих событий, виновные, они себя не считали, что они там против царя идут или там пытаются там тем более отделиться, так сказать. Нет, они понимали, что они совершили какое-то преступление и пытались смягчить свою участь, скажем так, да. Вот почитайте хорошенько эти документы, да. Вот. Балтугай Тимиреев сам неоднократно подавал челобитные, он просил не рассматривать эти события, что вот он якобы там против законности идет. Он именно пытался доказать, что это не он виноват, а именно, что его, как сказать, попытались очернить, скажем так, да? Вот надо почитать его челобитные просто, да? Ну, в-третьих, вот смешиваются исторические понятия, да? То есть, например, напрямую пытаются вот сопоставить конкистадоров, да, испанских и наших вот русских землепроводов. Это совершенно несравнимые вещи. Просто, значит, в-четвертых, недооцениваются исторические источники. Ну, уже я сказал, да? Только исторические источники, только критический анализ их может дать какую-то вот достоверную информацию. Понимаете, да, в чем дело? Ну и в-пятых, некорректное прочтение. Ну, даже научные труды, к сожалению, некорректно прочитываются, да? Я еще раз говорю, вот труды советских историков, но надо отдать должное, что большинство научной литературы написано в советское время. Большинство самых крупных, самых фундаментальных трудов написано в советское время. Но вот, к сожалению, да, политика проникла туда, да, и она вот видите, вот, каким последствиям привела, так? Я еще раз говорю, что раз я так говорю, что, да, Токарев, например, использовал термин завоевание, да, Токарев там повторил вот это количество сожженных, так сказать, якобы, да, якутов по Ярковым, да, нет. Я не говорю, что из-за этого надо книги Токарева выкинуть, да, не надо их читать. Нет, я не говорю это так, я просто говорю, что их, конечно, надо читать, но просто надо понимать, как возникла вот эта интерпретация, да, под влиянием каких, так сказать, сил, от которых, может быть, они даже сами не зависели, да. Это же было правило в 30-х годах особенно. Обязательно надо было писать, что царь завоевал, царь уничтожил, царь угнетал, царь, значит, царь нехороший с любой стороны, так? Вот. И поэтому рефреном во всех трудах эта мысль проводится, так? Поэтому нам, современным историкам, предстоит большая задача, да, то есть как-то, не скажу, что освободить, но во всяком случае как-то по-новому интерпретировать эти события, да, исходя вот из современных, так сказать, достижений нашей исторической науки, скажем так, да. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Вот тут говорят QR-код, который можно вот, как это говорят, сканировать. Да, сканировать. Ну, у меня такой вопрос. Ну, по сравнению с якутами, допустим, ладно, вот относительно мирной. Ну вот я еще раз говорю, единственный документ, на который опираются, так, это косвенный документ, во-первых. Во-вторых, документ, который полностью на веру принят не может. Почему? Потому что он был составлен обиженными людьми, понимаете, да? Там был конфликт, серьезный конфликт между, во-первых, первым воеводой Головиным, вторым воеводой Глебовым. Это была такая почти гражданская война вот здесь. Здесь вот если рассказывать их события, тут целый роман можно написать. Они здесь разделились на две части, гарнизон. Так вот я сейчас дойду до этого. Вот. Головин настроил против себя не только вот этих глебовских сторонников, но и других промышленников, торговых людей. Они были обижены. И вот когда на Головина поступили жалобы, да, началось следствие, конечно, они постарались увеличить, в том числе количество жертв, в том числе, так сказать, дела, которые он совершил. Так? Теперь вот к этим событиям 1642 года. Это произошло в середине апреля, вот как раз сейчас апрель же, да? Вот в это время примерно, чуть-чуть раньше.
1642 года. Что там произошло? Дело в том, что мы знаем, в феврале 1642 года Головин, опять-таки, да, пытался провести неудачно перепись. Это мы все знаем. Что такое перепись? Надо было выявить, сколько человек могут платить ЕСАК. Взрослое население, так? Любое цивилизованное государство, оно заинтересовано в этом, так ведь? Иметь реальные, так сказать, цифры. Вот, например, ну, ладно, отвлеку сильно, вот к этим событиям. Это намерение Головина было и превратно истолковано местным населением, так? Для якутов, которые не были, как сказать, в составе ни одного государства не были, да, не знали, что такое перепись. Письменной культуры не было, так? Для них, конечно, это было событие, так? Непонятное, пугающее. Для чего? Тем более там они переписывали скот. У кого сколько скота, понимаете? А для якута это, когда начинают считать, ваш скот это все, это смерти подобно. Вот с этого времени стали по скоту собирать после Головина, так? Теперь вот эти враждующие между собой русские служилые люди начали распространять ложную информацию. Это факт. Стали провоцировать якутов. Вот, например, был такой Парфен Ходырев, вот это еще одна такая, ну, скажем так, одиозная личность, да? Он понимал, что его сейчас Головин, он его снял уже с должности, он же был приказчиком до этого, да? Он должен был понести наказание за то, что он напал на красноярских казаков, и там были жертвы, там были убиты казаки. То есть его как минимум должны были в тюрьме продержать долго, а еще могли вообще казнить за то, что он там, понимаешь, преступление. Вот этот Парфен Ходырев начал распространять вот эти провокационные слухи. Он якутам говорил, вот сейчас вас перепишут и все, весь ваш скот отнимут, ну и так далее, и так далее. И вот якуты и так были, ну, встревожены, а тут еще им говорят такое, да? Вот. И поэтому это вызвало вот эту вот реакцию, да? Все переписчики были перебиты, 50 человек перебили. Вот. Но я вот представляю себе этих бедных переписчиков, вот они едут, 5 человек, их всего 5 человек было. Это были не отряды, это было 5 человек всего. 2 казака, 1 писарь или 2 писаря и 1 толмач. Все. Вот они приехали, и тут вдруг на них Бечака Тыгын-Вола взял на них, набросился и зарубил их. Да? Он копьем этого бедного Осипа Галкина заколол и так далее. Одного толмача только оставили, значит, живых, да и начали возить с ним. Бетюнцы там перебили 6 промышленников на Ситте, да? Вот. И что началось? Да, решили, сейчас всех перебьем, да? Чтобы они нас не переписывали, да? Бетюнцы построили крепость вот там у себя, да? Где находится, пока мы не знаем. Вот ищем сейчас, да? Я надеюсь, мы найдем, так ее. Кангаласы построили крепость где-то выше по течению, да? Вот об этом плане стало известно, когда уже Головин после начал следствие проводить, всех поймал, начал следствие проводить, да, по показаниям самих якутов. Но тут вырисовывается план. Бетюнцы, кангаласы окружают острог, да, и либо нападают, штурмом берут, либо, если не смогут штурмовать, блокируют и голодной осаде держат, получается, да. Но потом, когда произошел вот этот знаменитый съезд якутских князей, вот это тоже очень выдающееся событие. Где-то на территории Намского улуса произошел этот съезд. Собрались все самые видные. Баскес, Хаха, Тойоттор, Бары, Мунистуттер. Вот это вообще уникальное явление, так? Там были сыновья Тыгына, все были. Там был Мумак со всеми братьями, да? Там были, Мигинский улус в полном составе был, все князья приехали. Дети Буруха, ага. Я сейчас закончу. Ага, сейчас закончу. Ну все были, батурские якуты, все приехали. Юрга Гадаров приехал, Омоллан приехал, вот этот знаменитый, вся знать приехала. И там они вот поняли, что, ну, действительно ошибка произошла, так грубо говоря, да. И вот обратите внимание, их там уже почти 1000 человек собралось, огромное войско собралось, да, и они буквально за несколько дней разошлись, понимаете, да, даже не попытавшись напасть. То есть в их планы 1642 год. Вот. И потом что началось? Конечно, Головин пришел в ярость, да, он начал посылать отряды, да, чтобы виновных, тех, кто убивал казаков, всех их поименно уже знали, по списку начали отлавливать, да, то есть и начали распространять информацию, чтобы непременно, вот, например, Июк, кангаласский князь, это кузен, да, двоюродный брат вот этих сыновей Тыгына, он же привел своих братьев-то. Скрипя сердце, привел. Что делать-то? Привел их, так. Потом
Ну, Легей что сделал, вы знаете, да я про Легей писал много так. Теперь бетюнцы. Вот бетюнцы, они не подчинились, они оказали сопротивление. Они вот в этой крепости, их было 60-70 человек, это были все воины, понимаете, да? Они по первоначальному плану должны блокировать русских, они не должны были там собирать своих жен и детей. Ну и потом сами подумайте, это апрель месяц, 20 градусов, да? Собирать там женщин, детей, зачем? 300 человек. Вот в этой, это даже было это просто было укрепление, понимаете, для того, чтобы вести наступательные действия. Это не было то, что нам представляют, что якобы там бедные пытались спастись от страшных казаков. Нет, это были воины, понимаете, они просто там заблокировались, то есть они хотели отсидеться там, а потом уйти хотели на север, понимаете, да? То есть это была по всем правилам вот эта стычка военная. Обратите внимание, бетюнцы, оказывается, даже стреляли из ружей, которые они отобрали у этих промышленников, понимаете, это вообще я когда читал это просто, для меня это, они забрали у них ружья, это 642 год, всего 10 лет прошло, они уже научились стрелять, понимаете, да, вот, это был такой бой по всем правилам, да, вот, но там что произошло? Они начали поджигать крепость, потому что бетюнцы сказали, мы не сдадимся, вы сами уходите, так мы вас сейчас побьем сами, понимаете, да, причем отряд Поярков вышел 16 апреля, так? Они узнали, что они идут, и они навстречу им вышли, понимаете? Да в чем дело-то? Навстречу вышли, и где-то была стычка, вот на полпути. Потом они не смогли и отступили. И там они обороняться стали, да? Вот. Поярков пришел, сказал, сдавайтесь, значит, воевода разберется. Нет, они стали стрелять и так далее, да? Тогда Поярков приказал поджечь, потому что понятно, что у него было 70 человек, у Пояркова самого, всего лишь навсего, под ружьем. 100 человек, 130 человек это были якуты, которые с ними пришли. Это были намские якуты, 130 человек, понимаете? Вместе с ним пришли. И Поярков думал, сейчас, если он промедлит, да, кто знает, вот эти намские якуты, как себя поведут? Нападут на них самих, да? Там в лесу тоже ходили, тоже часть бетюнских якутов, там в лесу тоже. Ну, например, братья вот этих бетюнских князей тоже находились там, в лесу. Так? В итоге все дело решил Чугунай. Это еще один бетюнский князь, который пришел к Пояркову в этот момент, когда крепость уже загорелась, да? Он пришел к Пояркову и сказал, я сейчас уговорю их, так? И Поярков его отправил в эту крепость. Этот Чугунай, вот обратите, крепость горит уже, да? Одна башня уже упала, да? Он залез через стену, которая еще не горела, представляете, залез в горящую крепость, зашел туда и уговорил вот этого Камыка с Мазеем, 2 брата остались, да? А еще был этот Дергина, вот этих 3 братьев, сдаться все-таки. Я не знаю, что он им там говорил, да, но он что-то им сказал, и они вышли, понимаете, да? 30 с лишним якутов вышли, понимаете, да? И Поярков что сделал? Посмотрел, по списку посчитал, 6 человек, 7 человек отобрал, которые напали на этих, вот на тех промышленников, которых они убили, у которых оружие отобрали. Арестовал их, остальных отпустил и ушел. То есть это была полицейская операция, понимаете, да, в чем дело? Вот. Это были полицейские действия. Потому что были убиты дети боярские, письменные головы, атаманы были убиты. Осип Галкин же атаман был, офицер очень высокого звания, который при исполнении находился. По законам того времени эти люди, конечно, подлежали наказанию. Их должны были как минимум в тюрьму посадить, так ведь? Вот. Вот что произошло. Понимаете, да? И количество жертв, по моим подсчетам, примерно 30 человек там погибло. Это были все воины. Вот. Понятно, да? Угу. Спасибо. Да. Ну, население это уже позже, это когда ревизии начались. Ревизии. Где-то с 3-й ревизии 1760-х годов тогда начали переписывать якутское и вот венкийское и кагильское население. Первые 2 ревизии только русских описывали, так? А вот местное население вот примерно с 1760-х годов. Вот. А то, что делал Головин и потом другие, так сказать, воеводы, это была просто перепись ясачного населения, да, то есть тех взрослых мужчин от 18 лет, которые могли платить ясак, да? Вот такая была перепись. Спасибо. У меня еще такой вопрос. Ну вот якуты, ладно, вот мирный народ, а вот по истории же написано,
русские организовали даже 3 военных экспедиции против юкагиров и почти их истребили до конца. Вот вы говорите, вот американцы конкистадоры то-то, а мы вот наши русские добрые, да? А на самом деле там Я не сказал добрые. осталось совсем немного человека. Вот, а потом Лев Николаевич Толстой даже вот в 19 век уже, он писал, что вот Кавказская война, когда была, русские аулы прямо сжигали, и он пишет, как русский солдат вот годовалый ребенка штуком, как говорится, то вот это Да. такие вот добрые. Я слово «добрый» не использовал, так вот, обратите внимание, так? Я просто говорю о отличии политики. Вы думаете, для чего так они делали? Почему такое поведение было, да? Вот, например, царь запрещал крестить под угрозой наказания. Если воевода прикажет кого-то крестить на селе, его могли снять с должности. Или, например, по царскому указу запрещалось русским жить в якутских улусах. Понимаете, да? Тем более иметь такую-то собственность, там, вступать в какие-то сделки, понимаете? Нарушителей тоже наказывали, сажали в тюрьму. Я не говорю, что это какой-то вот, какой-то альтруизм. Да? Нет, это был просто прагматичный интерес, да? Ясак тогда как собирать, да? Так ведь? То есть это исходили из таких соображений, чтобы ясак поступал. Вот. А теперь по поводу юкагиров. Так, вот депопуляция юкагиров на самом деле произошла из-за чего? Во-первых, оспа. 3 эпидемии оспы. Просто выкосили их. Потому что юкагиры же, они бедные, оказывается, один раз в год они собирались в долине рек, очень большие образовывали поселения, сотни людей там собирались, понимаете, да? И вот они как раз, где собирались, там оспа как раз туда пришла, и они вымерли просто, раз. Во-вторых, мы знаем, что в конце 17 века начались чукотские войны. Чукчи начали нападать на русских, и на юкагиров начали нападать. Юкагиры попали как между наковальней и молотом, да, потому что чукчи их считали предателями, да, что они привели вот этих русских, да, и поэтому вот с двух сторон вот такая, как сказать, политика, да, происходила, и юкагиры стали просто жертвой этих событий, понимаете, в чем дело, да? Вот. А насчет вот этих, то, что вы сказали, да, единственные вот такие довольно жесткие события на Яне были. Это факт. Там действительно тамошние юкагирские князья отказались ясак давать. Да, там были столкновения, да. Вот. Но может быть они не такие, все-таки не совсем сопоставимы опять с тем, что было. Там просто были стычки. Столкнулись, проиграли, разбежались. Все. Вот. Не так, как вот все-таки, где-нибудь на Кубе там или еще где-нибудь. Там-то да, там, как говорится, вы же знаете вот эту поговорку. Хороший индеец – это мертвый индеец. Вы же знаете, за скальп взрослого индейца $250 награда была. За скальп ребенка $100 было. Это же факт. В прериях 40 миллионов бизонов паслось. 40 миллионов бизонов. Сейчас где бизоны? Нету бизонов. Там где-то в заповедниках несколько сот человек бизонов. И их почему убили? Потому что хотели вот этих выкурить от опасков, которые в прериях сражались, они не сдавались. Чтобы их выкурить, они этих бизонов перебили. 40 миллионов, представляете себе? Это что такое? У нас такое было, что ли, чтобы оленей убивали, допустим, или кого-то там, да чтобы, так сказать, семьи что-то. Это вообще несопоставимые факты вообще. Вот. Соболей. С бизонами это не сравните. Бизон это была пища, так сказать, да? Я не говорю, что эти были альтруисты, эти были плохие. Просто вот получилось так, что эти исходили из прагматических, и эти из прагматических соображений. Но просто получилось так, что то, что делали русские, оказалось действительно благом. А потом, когда появился термин инородцы, вот мы все смеемся, инородцы, да, ха-ха-ха, да, инородцы, да, что-то ругать. Нет, инородцы, наоборот, нас спасло вот это. Инородцы, на самом деле, это было сословие. Сословие, которое имело не только свои обязанности, но и свои права имело. Например, инородцев не брали в армию. Запрещено было брать в армию. Их не могли мобилизовать во время войны, например, да? Они не платили все вот эти повинности, налоги, которые платили другие податные сословия, понимаете, да? На землях инородцев нельзя было жить вплоть до начала 20 века. Запрещено было. И так далее, и так далее. То есть инородческий статус, наоборот, спас нас, понимаете, да? Вот в чем дело-то, что интересно, да? Вот о чем идет речь. Таблица? Какая?
Какая? Вот это? И что там? Ага, вот здесь. Вот китайцы, да? Так, и что? Территории? Это, в смысле расселения якутов? Вопрос какой, в чем? Ой. Вот здесь? Где? А нет, здесь очень просто плохо видно. Это вот на самом деле просто это передвижение русских землепроходцев там показано, да? Пределы передвижения русских землепроходцев. Я просто хотел показать, что Якутск был форпостом действительно, да? Других не было крупных. Да-да. Вот у меня эпидемия. Ат тустырынан да. Вот апы тух булады. Шүректе не кенте олар булады. Отон эме шүректеме ки 3 жылга ясактан босхонор. Өсө бир хоккой бай жоннор бир хоккой тух хачылалдар. Жадагы жоннор эме кырда була химбир таңас химбирелдерди. Православный ки каяндагы православный таңастак булуктактен. Вот. Ол эм бары шүректен биттер, так? Но біле нуча ат дегетті. Эти нуча аты ботақ. Это христианская ат. Олық бұлыр ғытты, Византийттен кәлбет. Олық 2-ші сылнара түттен өске аттар болықтыр. Аны бұл шеветтерін туғынан да. Вот это мен әттім де, ғалғаттан. Это мен де. Бұл бар хапахан ганамы қалар бұд, оны бәті. Нартаны қаян минен. Амурғы тейпеттер, онда олағына, ол дауырдары кітірі үшеуді кәпсәпәтәқтір. Маңнай батча, так, будуны... Но съели это почему? Потому что продуктов-то не осталось, так? Вот. А теперь вот приведем один пример. Вы знаете, да, в 1976 году над Аргентиной упал самолет. Слышали про это, да? Там команда регбийная, чилийская или какая упала. 20 человек выжило, да? Но они оказались в безлюдной местности, понимаете, да? И они, конечно, вынуждены были съесть, там сколько там, человек 30, да? Вот. У них же не было другого выхода. Там даже, по-моему, римская католическая церковь даже специально это вынесла там вердикт, что они действительно оказались в безысходной ситуации, да? Поярков в такой же ситуации оказался, понимаете? Вот. Не рассчитал он продукты, понимаете, да? Что же делать-то? Вот. Я не знаю, мы сами оказались бы на их месте, как бы себя повели, не знаю, не ручаюсь. Но это не говорит о том, что они прямо там взяли, целенаправленно их есть стали, почему? Потому что они такие, понимаешь, каннибалы были. Ох, он ботах. Ох, это... Да. Да. Вот эти аттырын улаттылар оғынан баран хим бир. Бөтірді болын, уйбанды ба, хим бир, бәлерін, үкірділер хим бир, ол бәлерін аттырын жері тақтырды. Это чақчы әпті. Олы қойықаңы дылы хыджалар, но жыңна аттыры хим бир жайджалар. Официальнары документтарға. Ол бұл бағылай, ол бұл уйбан әпті. Хим бир істергер хақылы аттына хыры тақтырды. Білем, біліңген ғадылы
Билигенге дылы хорох араспанялар бут, ол хаха былырга аттырытын тибиттерди. Холовар эти отов ден холовара, да? Оросуцов ден, да? Он наша хандык палыры. Тумусов, Чичиганаров, да? Ойгостуров. Эти барыта ол хахалы аттырытын ордна халын келдихтерди. Итеме этени билетир хепти. Вот. Аны туран этеминде ол сүректеми кенниттен аттырылыны олох тоқтаманнык тоқтех хөбү. Итагас курдук көрөр атаматы болуя, то жетерген тук болду. Мировой тегил болду христианстын. Билген андай ду барыта хорохотто мусульмандар, биретте христиандар, эти токто хогротто буддист болду. Бу үч мировой религия бар. Оны онтан ким тана кем сэммет эпти. Вот. Холовор Михаил Деневит, а кандыгра англичан Майкл эпти. Хим бир болду. Апы бир болду. Андара кинекте. Мусульмандарга Муса холовор да. Вот. Эдеме ол Михаил көрүнгө болду. Вот. Эти барыта мировой доктор. Практика болду. Нуча ата дир атаммат. Нучин бәтеме улырта диханры бәдерин аттырын. Да. Да. Я вопрос не понял. Да. Нет, это, конечно, нет, это везде так, это не только у нас, это и в мировой практике так часто бывало, когда пытались вот из каких-то соображений это сделать, да, но это как сказать, это я с модой сравниваю, это пройдет все равно, потому что почему это мировыми религиями называется? Почему мировые? Потому что они пришли, понимаете, не сразу пришли. Это тысячелетняя традиция, да? Вот. Конечно, никто не запрещает якутские имена, да, сохранять и присваивать, но все равно вот эта традиция христианских имен, она все равно останется, она никуда не денется. Понимаете, да? Причем у нас, обратите внимание, я всегда удивляюсь, я когда в Москву приезжаю, да, когда я говорю, что я Андриан, они все удивляются. Это же вроде как мы должны удивляться, а они удивляются. У них Андрианов давно нету, у самих русских. Понимаете, в чем дело? Да. Что? Нет, а знать имя своего отца это плохо, что ли? Как? А? Да. Не, ну а кто против этого выступает? Никто против этого не выступает. Просто мы живем там в российском государстве, и, конечно, если вы будете находиться где-то в европейской части России, это же будет непонятно для того же чиновника, который будет ваш паспорт смотреть, он будет всегда просить, что это такое, понимаете, да? Это просто неудобство просто создаст, понимаете, да? Вот. Чисто. А это, конечно, почему бы нет? Можно так делать. Я же не говорю, что это запрещено. Просто это неудобство вызывает, да? Чисто такое, профессионально. Потому что вот это факт такой, да, к сожалению, вот это невежество, оно, к сожалению, сейчас проникает везде, да? Вот недавно же был случай, один судья, который в Москве, да, он же удивился, что вот какой-то тувинец там попался, да? Свое имя назвал, там фамилию, и он его обвинил, что он присвоил себе паспорт, да? И договорился до того, что такого народа нет тувинцев в составе России, понимаете? Судья, человек, который занимает должность, вот до того дошел, да? Вот. Но это уже чисто из-за невежества просто, да? Вот. Давайте завершим. Да. Давайте поблагодарим нашего сегодняшнего лектора Андриана Афанасьевича, да, за содержательную лекцию. Надеюсь, что она была для вас полезной, да? И надеюсь, что все прошли опрос. Если будут какие-нибудь вопросы, то, наверное, я думаю, что Андриан Афанасьевич не будет против, да, немножко задержаться и в индивидуальном порядке уже ответить на ваши имеющиеся вопросы. Благодарю за внимание. Всем спасибо.